Китайская народная сказка «Как проучили лисицу». Не стало лесным зверям покоя от лисицы. Одного перехитрит, другого надует, здесь урвет для себя лакомый кусок, там высмеет кого-нибудь на потеху всему лесу. Не было в округе ни одного зверя, который не пострадал бы от нее. И никто не мог придумать, как проучить негодницу. Но вот обезьяна думала, гримасничала, пыхтела и, наконец, нашла способ наказать лисицу. От радости она перекувырнулась и, соскочив с дерева, рассказала обо всем зайцу, жившему под деревом в норе. Тот выслушал ее и заморгал глазами. А если заяц моргает глазами, значит, он не очень верит. «Пойдем разыщем лисицу», — сказала обезьяна. «Ты сядешь в сторонке и увидишь все собственными глазами». Обезьяна нашла лисицу, поклонилась ей и спросила: «Почтеннейшая, знаешь ли ты, что на свете самое вкусное?» Услыхав про вкусное, лисица навострила уши. «Самое вкусное? Это интересно. Что же самое вкусное? Ты знаешь?» Только сегодня узнала, что самое вкусное на свете – это лошадиное мясо. Жаль только, что его очень трудно добыть. Если хочешь попробовать этого мясца, надо сперва связать свой хвост с хвостом лошади. Интересно, как? А зачем? Если лошадь не привязать, она убежит, не догонишь. Ответила обезьяна и тихонько добавила: Эх, какую я только что лошадь видела. Лежит на лугу и спит. Выслушав обезьяну, лисица сначала задумалась, а потом притворилась равнодушной. Надо еще проверить, так ли уж это вкусно. Мы с тобой поговорим об этом после. А пока ты никому ни о чем не рассказывай. И, взмахнув своим длинным хвостом, лисица убежала. Но убежала-то она недалеко. Обезьяна влезла на дерево и увидела, что лисица тихонько крадется по лугу к спящей лошади. Лошадь целый день трудилась, очень устала и поэтому спала крепко. Лисица подкралась к ней и осторожно связала ее хвост со своим хвостом, а потом выбрала место пожирнее и впилась зубами в круп лошади. Лошадь в это время видела сладкий сон, но, почувствовав сильную боль, она мигом вскочила на ноги и, не разобрав, в чем дело, пустилась вскачь по полю. На бегу она сбросила с себя лисицу и поволокла ее по траве, ведь лисий хвост был крепко связан с лошадиным. Ай-яй-яй-яй-яй, это было не так уж вкусно. Лисица не знала, как спасти свою шкуру, но и расстаться с роскошным хвостом ей было жалко. А все это время за лисицей наблюдала с дерева обезьяна. От радости она хлопала в ладоши и высоко подпрыгивала на ветке. Прыгала, да вдруг оступилась и полетела вниз. Она так сильно ударилась задом о землю, что у нее на этом месте вскочила большая красная шишка. Заяц же, глядя на все это, так смеялся, так хохотал, что даже верхнюю губу порвал. Вот с той поры и по сей день у обезьяны красный зад, у зайца рваная верхняя губа. Лошадь никогда не осмеливается спать лежа и спит только стоя. А у лисицы на рыжем меху бурые пятна. Это память о том, как ее лошадь тогда по земле протащила.
Пусть эта сказка научит и тебя кое-чему. Знай, что за зло тебе злом и заплатят. Об опасности и во сне не забывай. Удачи радуйся в меру, а то можно и оступиться. Но станешь веселиться, вспомни про зайца с порванной губой.